Калимуллина, выпускница Казанского музыкального училища имени Аухадеева, а ныне студентка первого курса факультета специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Обратимся к словам самого автора. «Якта Энет». Пьесу для флейты и фортепиано я написала в прошлом году. Я впервые обратилась к деревянно-духовому инструменту. Название для пьесы придумала моя покойная бабушка, что она, кстати, делала и ранее. Я специально попросила ее послушать пьесу, и, как мне кажется, название очень подходит. В то время, когда я сочиняла, приближалась весна, и я действительно была в состоянии светлого ожидания. Рузия Калимуллина, Якта Энет, соло флейты Лейля Сабирова, концертмейстер Алина Ибрагимова. Обратимся к словам Рузии Калимуллиной. «Пейзаж» — этот романс я написала на 3-м курсе колледжа. Читая стихи Роберта Минуллина, я обратила внимание на этот текст и сразу же услышала сочетание низкого женского голоса виолончели.
Изначально романс был написан для трио – голос, виолончель и фортепиано. Когда Айдар написал мне с просьбой переложить произведение для его оркестра, я с большой радостью это сделала. Будет интересно услышать, как это прозвучит в новом исполнении. Друзья Калимуллина, Иртенге «Пейзаж». Исполняет оркестр национальной музыки, художественный руководитель и главный дирижер Айдар Ниязов. Солисты Альбина Хуснутдинова сопрано, Евгения Ермакова виолончель.
классической татарской музыки вдохновили Александра Кулакова к написанию собственных произведений. Сейчас состоится премьера его сочинения «Татарская сюита». В процессе написания музыки молодой композитор вдохновлялся прогулками по Казани и атмосферой весеннего пробуждения природы. Автор надеется передать это настроение и слушателям. Александр Кулаков. «Татарская сюита», 2 и 5 части. Исполняет оркестр национальной музыки дирижер Эмиль Кадыров.
Помимо дирижирования, Айдар Ниязов занимается композиторской деятельностью. Он является автором первого сибирского татарского мюзикла, презентация которого прошла в прошлом году в городе Тюмень. В данный момент он работает над балетом поэмы «Сюзге», повествующей о трагической истории жизни сибирской царицы Сюзге, которая отдала жизнь за спасение народа. В этом году исполняется 80 лет с момента написания поэмы Петра Ершова «Сюзге», которая и легла в основу сюжета музыкального произведения. Айдар Ниязов. Балет поэмы «Сюзге», выход из сон Сюзге, дирижер Айдар Ниязов.
Милявша Хайруллина – один из востребованных композиторов нашей республики. Ее многочисленные вокальные произведения звучат на татарской эстраде, а скоро в рамках фестиваля татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас» состоится премьера оперы Милявши Хайруллиной и либретиста Айдара Ахмадиева «Кави Сарвар». Сейчас для вас прозвучат 3 песни из спектакля «Муса Моабит», посвященного памяти Мусы Джалиля. «Түрмеде тыш», «Сон в тюрьме» на стихи Мусы Джалиля. Солист Айдар Ниязов, дирижер Эмиль Кадыров. Şatlıklarım bitmekmesin.
солистка Миляуша Нугманова, актриса арт-резиденции «Созвездие Йылдызлык». Басар үшін қуанып ағышын. Ишек жыры, колыбельная, на стихи матери Мусы Джалиля Рахими Залиловой, солистка Чулпан Сайфуллина. Sağ
Айдар Ниязов. Вокально-симфоническая сюита на сибирско-татарские темы. Эллер Яр. Исполняют оркестр национальной музыки и фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Бейрем». Руководители Гульназ Акбарова и Эльмира Камалова. Дирижер Айдар Ниязов. Уникальная премьера оперы Эльмира Низамова «Кара Булат» в Болгарах на фоне исторических декораций самой Черной палаты. И в завершении нашего концерта прозвучит танец девушек из оперы Эльмира Низамова «Кара Булат».